Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова приветствуем вас в литературной гостиной Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Сегодня мы будем говорить об уникальном поэте, я не побоюсь этого слова, красавице, поэтессе Ивановой Степаниде. Полное имя ее было Иванова Степанида Степановна. Родилась она в деревне Средняя Тыжма Кизнерского района Удмуртской автономной Советско-Социалистической Республики. Так тогда называлась Удмуртская Республика. Родилась в 1927 году, ну как в обычной бедной семье. Сначала колхоз, конечно, без колхоза у нас не обходилось. И от зари до зари работа там была. А маленькой Стеше, видно, очень хотелось посмотреть мир. И душа ее рвалась вот куда-то пойти, что-то увидеть. И вот вместе со взрослыми парнями и девушками судьба ее привела на строительство города Первоуральск Свердловской области. Вот. Она, значит, влилась в пролетарскую среду, что-то, наверное, стала комсомолкой. Вот она, щечки румяненькие, кругленькие, глаза открытые всему миру. Красивая девушка была. Ну а надо было все же после настройки, конечно же, она задумалась о своем собственном угле и вернулась в Ижевск и работала на металлургическом заводе. После металлургического завода судьба ее привела в типографию на самых простых, тяжелых работах, конечно. И вот в этой типографии видно что-то вот это, то, что было заложено ей Творцом, эта струна затронулась. И пошли стихи. Она начала писать стихи. Ну, образцами для письма ее, конечно, были деревенские частушки, которые она пела. Вот. Но пока еще она никому ничего не показывала. Надо было все же заботиться о семье своей, потом думать и об устройстве собственного гнезда. И вот тут легенда гласит, что когда она работала в типографии, судьба ее свела к каким-то русским поэтам из Москвы. Кто это был? Видит Бог, я пытался это узнать. Я расспрашивал наших литературоведов, в частности, с Александром Лаптевым мы на эту тему разговаривали. Он много пишет об истории удмуртской литературы. Но мы, к сожалению, не нашли. Но этот человек был очень известный московский поэт, который приезжал в Ижевск на встречи с читателями. И почему-то Степанида Иванова к нему подошла, и что-то у них было. Или беседа, или что-то, или обменялись они вот это огнем поэтическим. Но с того времени Степанида Иванова начала писать стихи. Поэт уехал в Москву, увы, не оставив даже для исследователей свое имя, но был, говорят, очень известный. Придет время, мы будем, я думаю, разбираться с этим. Ну, она писала, конечно, на удмуртском языке, на родном удмуртском языке. Потом она работала на железнодорожной станции Ижевск, там платили больше, а с течением времени ее перевели дежурной на 140-й километр Горьковской железной дороги. То есть она практически была одна уже там. И вот в темноте, так сказать, просматривая проезжающие, пробегающие поезда, она писала свои стихи. Вот. Но, как я сказал, надо было заботиться о собственном гнезде. Она выходит замуж, к сожалению, неудачно. Муж не обрадовался ее тяге к литературе и тщательно гасил. Вышла она, видно, за русского мужика, где-то проживающего в Ленинском районе. Видно, дом он ставил. И вот
этого мужчины, во-первых, знающие люди говорят, что этот мужчина просидел после войны определенный срок, ну, сидевших тогда было много, вся страна в России того периода, кто-то сидел, кто-то охранял, вот, это не мною сказано, это народная мудрость, наверное, вот, то есть вышла она несчастливо замужем, муж, просидевший в тюрьме, и мать этого мужчины очень помыкали ею, с основным акцентом на ее этническое, так сказать, происхождение. Вот. В Ижевске у нас такое бывает. Вот. Но она, видно, его любила и держалась. Как-то так получалось, что мужчина этот все же практически лишил ее света белого, избивал, вел себя очень плохо, но рука Божья, она справедливая, хотя она запаздывает. И дружки этого мужа, ее мужа, как-то, значит, подговорились, и этого мужчину ликвидировали, скажем так. То есть он был убит своими дружками при дележе чего-то, какого-то богатства или чего-то, какого-то дувана, я не знаю. Литературоведы говорят по-разному на эту тему, знающие, потому что есть еще люди, которые знают эту историю. Я тоже пытался спрашивать, что там было. Говорят, они что-то где-то чего-то взяли и не смогли поделить. Вот так по-народному. Вот. И вот тут уже Степанида Иванова, значит, вместе с мужем они построили двухэтажный большой дом. Семья мужа выгнала Степаниду Иванову. Она ходила по улицам и писала свои стихи. Приткнуться некуда, еды нету, работы нету. И вот она так, значит, как-то пристраивалась уборщицей в общежитиях. И вот тут, представляешь, в этот момент, видно, тешилась в ней такая вот страсть к светлому, доброму. У ней пошли великолепнейшие стихи, ставшие прямо в народе песнями. Вот. Вот, знаете, ритмика ее стихов совершенно такая выставлена в народном стиле, со звончайшей рифмой, с внутренней ритмикой. Вот, например, это ее знаменитая «О ешмаса, ешмаса». О ешмаса, ешмаса, сижелы палочки шмаса, берты валтангажане, жади не возьмаса. Вот это она стала народной песней. Вот о чем она пишет? Конечно, об ожидании, добром ожидании доброго человека, в ожидании любви, светлой, божеской. Вся душа ее тянулась к свету. Но так получилось, что сотрудники газет, журналов, видя ее, так сказать, простоту, не спешили к ней идти на контакт. Вот. Но в 1961 году все же Алексей Афанасьевич Ермолаев, наш известный критик, увидел в ее стихах настоящую поэзию, и в 1961 году была опубликована первая и единственная книга Степаниды Ивановой «Жингыртыш вось был ёсыш». «Жингыртыш вось был ёсыш». Вот. И на звенящих лугах, скажем, дословный перевод, 26 стихов там было у ней. Вот. И эти стихи увидели наши композиторы Геннадий Матвеев, Герман Корепанов, вот, Юрий Устюжанин, Николай Шкляев. И вот много ее песен, в частности, вот поименно даже можно сказать, вот это «О ешмаса, ешмаса», особенно вот это. Ни одни удмуртские посиделки без этой песни и ныне не обходятся. Я сам в детстве, конечно, не знал, что это написала прекрасный поэт Степанида Иванова. Вот.
Первая книга бывает всегда талантливой. Состояние поэта оценивается по второй его книге. Это аксиома. Потому что написать одну книгу, говорят, могут все. А вот вторую написать. И многие поэты идут дорогой такой, что приводит их в не самые лучшие берега. Как они делают? То, что не вошло в первую книгу, они ставят во вторую. Собирают. И вторая книга бывает очень слабой. Но принято так. Поэта смотреть по второй книге. К сожалению, Степаниде Ивановой вторую книгу издать не удалось. Вот. Она жила в общежитиях, уборщицей. И вот эта издательская общественность как-то ее не очень все же воспринимала. И она ведь, у нее манеры, так сказать, были простые, очень, можно сказать, чересчур простые. Вот. Она могла ее допустить, видно, и понебратство, и как-то и словечко какое-то народное, так сказать. Вот. Ее перестают печатать. И вот это, представляете, на Пастухова 13 в один день в городе Ижевске начинаются разбиваться стекла. В чем дело? Стоит женщина, фуфаечка, говорили, и бьет стекла издательства и газет, здания на улице Пастухова 13. Потому что ее не печатают, и все, она доведена уже. В чем дело? Может, и печатают, но к тому же, говорят, в те времена этот муж, который ее всячески оскорблял, пристрастил ее к веселящим напиткам, к вину пристрастил. И вот она уже, значит, все ее знали, что есть такая Степанида Иванова, вот, восхищались в себе ее стихами, но к ней, человеку с открытой душой, никто не спешил. Люди, понимавшие ее, были очень редки. И я сейчас думаю, что Алексей Афанасьевич Ермолаев, человек очень чуткий к литературе, выпускник МГУ, один из редчайших, деликатнейших редакторов за историю удмуртской литературы, он смог через эти препоны внешние, не плюсовые, так сказать, войти и увидеть ей поэтическую душу. Вот. Как я сказал, вторую книгу выпустить Степаниде Ивановой не удалось. Также вот это преследует цифра какая-то в удмуртской литературе. А Шальчиоки написала 37, классик удмуртской женской поэзии, а Шальчиоки написала 37 стихов. Каждый шедевр. Иванова Степанида написала столько же. Иван Еремеев, застрелившийся в 23 года в Норье Малопрудинского района от несчастливой любви, скажем так, уже написал ровно 37 стихов. Вот. И вот в один из сумрачных дней в общежитии механического завода, механического института в 1981 году в чулане, в комнатушке в общежитии на 4-й Подлесной Степанида Иванова была обнаружена повешенной. Через социальные службы она была похоронена в Кенском лесу по Сарапульскому тракту. Вот. Понимаете, вспоминается Анны Ахматовой, откуда появляются стихи. Стихи появляются, конечно же, из разных мест. Но ритм и пишут их совершенно разные люди. И вот послушайте, вот только лишь Нылсилем, Ванькалык пойме. Вот такое маленькое стихотворение у Степаниды Ивановой «Ванькалык пойме». Насколько она прописана внутренней вот такой народной ритмикой. Весь народ удивляется, переводится стихотворение название.
Мон медвуне то шуысаsse, углежний дырсо мыным адрессе, портретес гине клиссин пелли чоку кистене юнмесин кли, ванькалык пайме малпы угбыз, бенциченыл муртулена огназ, лельмыт бам вылазки сыри кылде, то не возьмаме калык шаттоде. Здесь говорится о том, что девушка влюблена, а нет ей достойного ответа от того человека, на которого она смотрит, и весь народ удивляется, почему же это так. И это стихотворение не столько, вот пример я не совсем удачный выбрал, вот она всегда, вот чисто по канону удмуртской женщины, поэтессы, наши поэтессы, вот у них великое умение, я склоняю свою голову, они умеют шутить, смеяться над самим собой. Это чисто качество финно-угорского юмора. Вот. Они, конечно, не универсальны. Многие народы это умеют делать, но наши удмуртские поэтессы делают это очень деликатно. Вот ее стихотворение. «Ойно юа». И даже не спросила. Стихотворение. «Да сезим часын шуис, солук топочтадыры олонош часес шыры угноучка тадыре, час стріламыны ажлань, дас минутор чиз дас вить, соу звуни вылыш, бен коть конятатын вить, иркурен берти дорету шумыш угмар каром, аспоннам малпашкы сапу кишко укнодорын, бен олосолен часес, Москван шамен мне, озно юа сошарыш, час, ведь она влем. Девушка ждала возлюбленного, не дождалась, ушла, пришла домой и думает, а может быть я рано ушла, может быть он мне назначил время по московски встречи. Вот такой добродушный, приятный, я хочу сказать, деревенский юмор. Даже сквозь слезы, сквозь горе ее, она мало видела, видно, такого жизни радующего, крылатого, но душа у Степаниды Ивановой летала. Летает, я уверен, она и по сей день, потому что ее помнят читатели, ее песни поют, и покуда мы живы, ее никто не забудет.